Не забывай контролировать свое дыхание. Можно в масках, а можно и без, ведь среди этих ребят заболевших нет. По рекомендациям Роспотребнадзора, смена лагеря «Юный парашютист» заехала сюда со справками, что они абсолютно здоровы. Дети разделены на отряды по 15 человек, каждый по своим интересам, кто-то на веревочной тропе, кто-то на пейнтбольной площадке, в общем. То есть, получается, отряды не соприкасаются. В каждом отряде по 15 человек, всего же около 50, причем это тот самый лагерь, куда обычно съезжались ребята со всей республики. Сотни детей жили в палатках, лагерь с военно-патриотическим уклоном. А там, где раньше всегда был палаточный лагерь, сегодня вот так, пустое место. А все потому, что в этом году такой формат так и не заработал. Дети живут строго в стационарных корпусах. Кровати через каждые 2 метра, у входа средства дезинфекции. Все это требования Роспотребнадзора. По ним группы и отряды во всех лагерях заполняют не более чем наполовину. Лагерей при школах, как и лагерей палаточных, теперь нет вовсе, хотя их готовили к открытию. Пришкольные лагеря не могут в этом году летом работать, поскольку дети в пришкольные лагеря утром приходят, вечером возвращаются домой, и также сотрудники. И требования Роспотребнадзора выполниться просто не имеет возможности. Одно из главных условий – отдыхающие не должны контактировать с другими, поэтому заезд смен в этом сезоне всегда в один день. А вот выезд в другие регионы запрещен вовсе. Этим летом татарстанские дети отдыхают только в Татарстане. 2, 3. Дети, отдыхающие в лагерях, выйдут из них в один день. И персоналу дадут время, чтобы подготовить помещение к новому заезду, провести генуборку, проверить все градусники. Обязательное требование. Этим летом детям дважды мерят температуру. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Высокогорский район, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.